автостоянки, небольшой сквер и площадка для занятия уличным спортом. На первом этаже комплекса разместились душевые, сауна, раздевалка для спортсменов, медпункт и, конечно же, свыше 500 зрительских мест. Удобные сиденья позволят всем любителям спорта комфортно наблюдать за схватками спортсменов. Во главе с руководителем региона к празднику открытия присоединились и почетные гости. В этот год мы имеем возможность присутствовать на открытии уникальных объектов, которые, как грибы, появляются на этой благодатной земле. И одним из таких прекрасных объектов является новый спортивный комплекс. Комплекс здоровья, спорта, комплекс, где соблюдают традиции, чести, мужества, справедливости, где действительно, я уверен, ребята будут воспитывать волю, любовь к своей родине, уважению к старшим и, самое главное, зная свою историю, творить ее и созидать. Ребята, я вам желаю быть достойным тех олимпийских чемпионов, которые сегодня присутствуют рядом с нами, и которых нет, но которыми гордится и наша Кавказская земля, и наша Россия. Добрый путь вам! Большое спасибо тем, кто создал этот объект, и я уверен, что из этих стен выйдет еще не один чемпион, прославляющий свою любимую республику Ингушетия и свою любимую страну Россию. Молодые ребята могут заниматься спортом, повторять замечательные примеры своих старших, обеспечивать досуг. Вы знаете, есть восточная поговорка, которая гласит: колодец надо копать задолго до того, как хочешь пить. И вот если на ингушской земле будет появляться как можно больше таких объектов, я больше чем уверен, что эта замечательная земля, ваша Родина, подарит нашей великой России еще ни одного Халмурзаева, ни одного чемпиона мира, ни одного чемпиона Европы. Я вас поздравляю и желаю всяческих успехов. И глубоко символично, что этот замечательный объект открывается в дни празднования 25-летия образования Ингушетии. С праздником! Идея назвать зал дзюдо именем основоположника ингушской школы дзюдо Яхьи Мережкова принадлежит Юнусбеку Евкурову, а давние планы строительства зала воплотились в реальность после блистательной победы Хасана Халмурзаева в прошлом году на Олимпиаде в Рио. Глава региона отметил, Яхья Мережков внес большой вклад в развитие дзюдо и пропагандирует здоровый образ жизни. В таком духе и нужно воспитывать подрастающее поколение, прославляя имена выдающихся личностей. Хочу поздравить с днем нашей любимой республики, мира, процветания, всех благ нам всем. Мы эти праздничные дни делаем много, и в течение до конца этого года мы еще будем открывать более 40 объектов, проектов различных направлений. Это и школы, и садики, и инвестиционные объекты, и новые рабочие места. И самое главное – это стабильность. И сегодня, открывая этот зал, я хочу искренне выразить благодарность всем строителям, которые в короткие сроки вложились, и все это сделали без единой копейки бюджетных средств. То есть дальше деньги не выделены. Люди искали возможность этот зал построили. И, конечно, этот зал построен в честь победы. Я хотел бы, чтобы Хасан вышел сюда, вот в честь победы вот этого человека. Мне бы хотелось искренне поблагодарить тех людей, которые сегодня приехали на этот праздник. Действительно, сегодня большое событие для наших спортсменов. Если вспомнить недавние прошлые времена, у нас не было вот таких возможностей. Сегодня все делается, и этот один зал есть того пример, что для нашей молодежи есть все условия. Хотелось бы поблагодарить нашего руководства, нашу главу за то, что уделяет такое внимание. Просто хотел бы поблагодарить всех. Спасибо всем. Олимпийский чемпион и один из любимчиков главного тренера сборной России по дзюдо Энцо Гамба Хасан Халмурзаев доказал, что нет ничего невозможного, если ставить перед собой цель и добиваться ее. Кому предоставить честь открытия спортобъекта, долго думать не пришлось. Яхья Мережков и Хасан Халмурзаев под громкие овации собравшихся распахнули двери нового спортивного сооружения.
Олимпийские чемпионы, известные политики, высокопоставленные гости, прославленные спортсмены и все любители спорта. Открытие спортобъекта празднуют, можно сказать, всем миром. После официальной части традиционная экскурсия по новому объекту. Пожалуй, больше всего внимание в зале приковывает борцовский зал. Его размеры действительно внушительные – 18 на 50. Тут с легкостью разместится 4 татами, так что одновременно можно проводить сразу несколько схваток, что тут же и продемонстрировали дзюдоисты, устроив для гостей показательные выступления. В числе почетных гостей звезды Олимпиады. Спортсмены поделились своими впечатлениями и оценили условия, созданные в одном из лучших залов дзюдо в стране. В первую очередь хотел бы поздравить всех жителей Ингушетии с праздником, 25-летием со дня образования республики и пожелать мирного неба над головой, мир и процветания Братской Республики Ингушетия. Зал прекрасный. Здесь есть любые условия для того, чтобы спортсмен достиг высоких побед. И с каждым днем число занимающихся спортом детей увеличивается, поэтому надо строить побольше таких залов. Хотел бы пожелать всем спортсменам успехов, чтобы достигли своих целей и выиграли олимпийское золото. Конечно, это очень важно, потому что у нас дзюдо сильно развивается в республике, да, и у нас есть олимпийский чемпион. У нас несколько человек в сборной, да, 5-6 человек, и на следующую Олимпиаду претендуют. Конечно, нужны условия такие, да, такие залы, они, наоборот, настраивают молодежь, да, на будущее. И залы, я думаю, будут наполнены. У нас специалисты хорошие. И условия созданы очень хорошие. Уже после церемонии открытия на пресс-подходе с журналистами глава региона вкратце рассказал о достигнутых за четверть века успехах и поделился планами на будущее. Первое яркое событие – это построенный детский садик, который мы первый реализовали за счет собственных средств. И мы поверили в себя. Мы поняли, что мы в состоянии строить и с помощью федерального центра, ну и, естественно, больше, когда помощь федерального центра оказывает. Но при этом, если нет возможности помочь федеральному центру, то мы можем сами в состоянии что-то делать. Но первый этот проект, который мы реализовали, ну, дал нам толчок на то, что мы можем делать, мы можем строить и строить в довольно современных условиях. Внебюджетные инвестиции, вот пример, этот зал, в котором мы находимся, насколько здесь вам легко находить спонсоров и людей, которые замещают федеральный рубль? Ну, я скажу, если навскидку, мы порядка 5 лет, за 5 лет построили более 30 вот таких проектов из внебюджетных источников. И сложно бывает иногда, но я один раз, второй раз, третий раз обращаюсь, помогают в том числе и крупные предприниматели, и мелкие, и строители, которые строят проекты, вкладываются в скупщину, чтобы построить, например, школу в Волкунах. Она построена за счет чистой прибыли строителей, которые строили. Они каждый вложились в эту школу, построили великолепную школу. То есть мы по-разному строим, но не все легко дается. Что еще хотите успеть сделать для того, чтобы следующие 25 лет было еще больше? Ну, конечно, все. Все, но мы все не успеем. И, к счастью, для нынешних руководителей есть работа. И как бы мы ни работали, и для будущих тоже есть работа. Для всех есть работа, ничему нет предела. То, что сегодня, через 25 лет, это будет устаревшее. Поэтому хотим успеть все, но самое главное закрепить ту стабильность, которая у нас есть, и достичь новых вершин и в социалке, и в экономике. Новый спортобъект прекрасно дополнил ряд больших подарков для жителей республики в честь ее юбилея. Каждый день зал дзюдо будут посещать более сотни ребят, у которых есть не только все возможности для успеха, но и самый лучший пример для подражания. Ну а первые соревнования, которые прошли в этом зале, это турнир по дзюдо на Кубок главы Ингушетии. Он собрал более сотни спортсменов из разных регионов страны. Хава Султыгова, Исмаил Гатагажев, Рахман Цуров. Новости 24.